Нынешний конфликт на участке таджикско-кыргызской границы далеко не первый и, по сути, тянется еще со времен распада Советского Союза, когда страны получили независимость. Власть зарабатывает себе рейтинг, а по факту ничего не делает. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как Ташиев своими громкими заявлениями может привести к новому вооруженному конфликту на границе. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Кыргызстан и Таджикистан пытаются договориться о делимитации своих рубежей. Переговоры намечены. 6 апреля 2021 года в Сагдийской области Республики Таджикистан состоялась встреча министра внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майора милиции Улана Ниязбекова с министром внутренних дел Республики Таджикистан генерал-полковником милиции Рахимзода Рамазона Хамро. В ходе беседы, прошедших в атмосфере дружбы, взаимопонимания и доверия, был обсужден широкий круг вопросов, касающихся двухстороннего сотрудничества между органами внутренних дел двух стран. В этом контексте была высказана поддержка совместных усилий с целью содействия установлению безопасности и стабильности в приграничных районах Сагдийской области Республики Таджикистан и Баткенской области Кыргызской Республики. В тот же день состоялась встреча министра внутренних дел Кыргызской Республики и Республики Таджикистан в расширенном составе, в котором приняли участие руководители профильных подразделений милиции двух стран. В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, трансграничной преступностью, а также актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес сторон. Большим ожиданием и с большой надеждой ждут, когда разрешится вопрос делимитации и демаркации границы между соседними двумя странами. И где же такие громкие предложения, что обещал Ташиев? Почему по факту страны опять общаются общими фразами, и никто из них не намерен ничего делать? Также указывается, что особое внимание было уделено укреплению связей между руководителями органов внутренних дел приграничных регионов и профильных подразделений двух министерств. Итоги переговоров еще раз подтвердили заинтересованность сторон во всестороннем развитии сотрудничества по всем направлениям борьбы с преступностью и готовность укрепления правовых основ многолетней деятельности. Как вам такое решение конфликта? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Ну, кому же он на самом деле выгоден? Как это вводится напряженной ситуации и пытаются воспользоваться обычно лица, заинтересованные в раздувании пожара между соседями? Почва на самом деле для этого благодатная. Достаточно черкнуть спичкой, чтобы разжечь многолетний конфликт. Масло в огонь могут подлить и действия отдельных местных политиков. Ведь мы уже встречали в прессе такие новости, что какой-то политик Таджикистана или Кыргызстана очень яро высказался в адрес соседней страны. Из-за этого разгорелся конфликт. Из популистских соображений или по каким-то иным мотивам в эпицентр тревожных событий обычно попадают местные жители. Но кому же еще может быть выгодна игра на нервах? Как подмечают эксперты, обострению ситуации на границе обычно предшествует известие о 10-кратном повышении тарифов на мобильный интернет и сотовую связь в соседней республике, ограничение доступа к альтернативным источникам информации, интернетом, отсутствие доступа к воде или каким-либо другим нужным для жизни факторов. Также выдвигается вполне правдоподобная версия об отвлечении внимания, но прежде чем сделать какие-то выводы, нужно тщательно изучить внутреннюю ситуацию, как у соседей, так и у нас, рассуждает кыргызский политолог Марс Сариев. Я не думаю, что это противостояние было целенаправленно спровоцировано политическими противниками нынешнего режима в Кыргызстане или в Таджикистане. На протяжении многих лет в приграничных районах время от времени вспыхивают конфликты из-за того, что власти не могут провести демаркацию и делимитацию границ. Чтобы снять болезненный вопрос, нужна политическая воля, а наши политики боятся пойти на обмен территориями, потому что это будет трудно объяснить населению. Другой момент, что такого рода конфликтом могут воспользоваться различные силы, начиная от глобальных игроков и заканчивая местными. И эта угроза будет сохраняться до тех пор, пока политики не закроют вопрос волевым усилием, а не просто бесконечными рассказами о том, что они могут сделать, но ничего при этом не делают. Вы согласны с таким мнением? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Цените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!